Отказ от прекращения огня и начало новой битвы. Что потеряла Украина за первые 3 месяца президентства Трампа и почему над столицей Казахстана Минобороны страны вводит ограничения на полеты? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Ким Чен Ын заработал миллиарды долларов на войне с Украиной. Как гребет деньги лопатой и когда может отправить своих солдат для оккупации украинских городов? Отказ от перемирия и прекращения огня. Удары с новой силой. Прогноз военных аналитиков. Утопленники на польско-белорусской границе. Трамп признает ошибки, Астана закрывает небо, а ученые заявляют о собаках, которые подслушивают своих хозяев. Обзор важных событий. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Солдаты Ким Чен Ына могут ступить на украинскую землю. КНДР готова бросить своих военных в новое наступление России на Харьковскую или Сумскую область. Судя по заявлениям Главного управления разведки, такое проникновение и попытка оккупации украинских территорий для северокорейцев будет первым, ведь до этого они воевали исключительно на российской территории под Курском. В украинской разведке говорят, что КНДРовцы в боях потеряли практически половину своего состава, который прибыл в Россию несколько месяцев назад. Тем не менее, подготовка у тех, кто уже получил боевой опыт, значительно улучшилась. Они уже умеют использовать дроны и вести радиоэлектронную борьбу. Они прекрасно обращаются как с российским оружием, так и с тактикой. К сожалению, для северокорейцев поле боя стало учебным полигоном. И пока Ким Чен Ын не считает солдат, он считает деньги. Его карман пополнился на 20 миллиардов долларов за время поддержки России в войне против Украины. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на Корейский институт анализа обороны. Вырученные деньги Пхеньян тратит не на народ, а на улучшение и осовременивание своего вооружения. Основная прибыль КНДР поступает от поставок боеприпасов России. И эти поставки помогают Москве удерживать темп наступления, что снижает эффективность западной поддержки Украины. Об этом также пишут авторы материала. Трамп, вероятно, не сможет достичь прекращения огня в Украине за 100 дней с начала своего второго президентского срока в Белом доме, которые, кстати, истекают уже в этом месяце. За столь короткий срок его тактика значительно отразилась и на ситуации на линии фронта в Украине. Военно-техническая помощь США при новом президенте Америки оценивается как нулевая. Об этом в эксклюзивном интервью «Нехта» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Он напомнил и о приостановке поставок оружия, а также разведданных, что в итоге существенно повлияло на ситуацию на линии фронта, в частности и в Курской области. Селезнев напомнил, что сейчас Украина использует ресурсы, законтрактованные при предыдущей администрации Байдена. Но этих ресурсов де-факто этот трек будет работать до середины всего 2025 года. Что будет далее на фоне того, что Дональд Трамп не принял никаких эффективных решений в части пролонгации военно-технической поддержки украинской армии, пока прогнозировать сложно. Да, безусловно, работает украинский оборонно-промышленный комплекс, который обеспечит до 40% нужд украинской армии. Действуют достаточно эффективно наши европейские партнеры и иные участники клуба «Рамштайн 50+». Но все же помощь от американского правительства достаточно весома и достаточно важна в части усиления боевых возможностей украинской армии. Я думаю, именно с этим и связан достаточно четкий дипломатический трек украинского правительства, который все еще пытается найти определенные точки сопряжения для продолжения диалога с администрацией Дональда Трампа. Трамп отказывается от своих слов в очередной раз. Его администрация, вероятно, снизила свою оценку объема помощи, которую предоставил Вашингтон Киеву с начала полномасштабной войны. Трамп неоднократно уверял, даже во время скандала с Зеленским, что Америка потратила минимум 300 миллиардов долларов на вооружение для Украины, а Зеленский говорил, что в 3 раза меньше. Bloomberg пишет, что после недавних переговоров между делегациями Украины и США представители стран пришли к тому, что Штаты действительно потратили примерно 100 миллиардов долларов, а не 300.
Администрация Трампа настаивает на заключении соглашения, в рамках которого Украина делилась бы прибылью от будущих инвестиционных проектов, в том числе в сфере добычи полезных ископаемых и инфраструктуры. Вашингтон рассматривает это как компенсацию за десятки миллиардов долларов в виде оружия и прочей помощи, предоставленной Украине при президенте Джо Байдене. Министр финансов США уже даже анонсировал, что сделка с Украиной по полезным ископаемым может быть подписана на этой неделе. В Киеве также заявили о существенном прогрессе в работе с американцами. Сейчас мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях. В ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения. Команды продолжат работать над конкретными пунктами соглашения. Многое уже проработано, и уровень соглашения должен быть достаточно высоким. Напомню, что по информации New York Times, в соглашении, которое собираются подписать Украина и США, полностью отсутствует упоминание о гарантиях безопасности, а это именно то, чего требовал Зеленский. В США же считают, что если они зайдут в Украину для добычи редкоземельных металлов, то Россия побоится наступать и перестанет быть угрозой для Киева. Конец перемирия. В России уже в течение ближайших дней могут заявить о завершении так называемого режима прекращения огня и с новой силой начать бить по энергетическим объектам Украины. Об этом пишут аналитики Американского института изучения войны. В Москве без всякого юридического согласования с Украиной считают началом этого 30-дневного энергетического перемирия 18 марта, а значит, что уже до 20 апреля в Москве могут заявить об отмене некого указа Путина, а не нанесении ударов. Кроме того, американские аналитики пишут, что российские официальные лица используют прошлогодние июньские заявления Путина как руководство Кремля для переговоров о завершении войны. 14 июня 2024 года Путин потребовал, чтобы украинские войска полностью вышли с подконтрольной Украине территории в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также чтобы Украина официально отказалась от цели вступления в НАТО. Сейчас РФ контролирует лишь большую часть только одной области – Луганской. Речь о 95%. Кроме того, чуть более половины Донецкой, а еще войска находятся на юге Запорожской, левобережье Херсонской, а также части Николаевской и Харьковской областей. Почему же Москва требует вывода ВСУ? И есть ли силы для военного захвата всей площади областей, которые в РФ считают своими? Эти вопросы мы также обсудили с полковником ВСУ и бывшим спикером Генштаба. Если мы ведем речь о последовательных действиях, к примеру, в этом месяце противник будет атаковать Суму, в следующем Харьков, далее будет пытаться двигаться на Николаев, либо же на Одессу, то мы должны с вами понимать, что попытки атаковать и захватить любой населенный пункт уровня областного центра, будь то Сумы или уж тем более Харьков, речь идет о необходимости формирования наступательной группировки численностью 400, а то и 500 тысяч личного состава, соответствующим комплектом бронетехники, авиационной компоненты, артиллерийской компоненты, что, безусловно, на нынешнем этапе возможности российской армии в принципе невозможно. В Германии вновь зазвучали голоса противников отправки Украине дальнобойных ракет «Таурус». На этот раз генсек социал-демократической партии Германии Матиас Мирш считает, что, вероятно, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц очень торопится с заявлениями о готовности отправить оружие, которое может поражать бункеры. И вообще, когда Мерц будет допущен к секретной информации, он передумает это делать. Я исхожу из того, что Фридрих Мерц, будучи полностью проинформированным службами, еще раз тщательно все взвесит, и мы примем это решение вместе. Я считаю, что мы не хотим способствовать эскалации, не хотим становиться стороной конфликта. Все это причины, по которым мы до сих пор не поставляли Таурус, и я думаю, что все будет как и прежде. Напомню, что Мерц буквально на днях сделал громкое заявление, которое долетело до Москвы и очень возмутило Кремль. Вы бы сейчас тоже поставили Таурус? И я всегда говорил, что сделаю это только в координации с нашими европейскими партнерами. Европейские партнеры уже поставляют крылатые ракеты. Британцы это делают, французы это делают, американцы и подавно. Это должно быть согласовано. И если это согласовано, тогда Германия должна участвовать. Мигранты с Ближнего Востока пытаются попасть в Европу через Беларусь. Один из новых маршрутов – вплавь через Буг. Лишь за сутки польские пограничники спасли 13 человек. И в этом случае мигрантам повезло. В Варшаве заявляют о том, что в реке находят время от времени и утопленников.
Сотрудники погранслужбы во время мероприятий по контролю границы выявили 13 человек, которые пытались незаконно попасть в Польшу с территории Беларуси. Ситуация была динамичной. Эти люди пытались пересечь кордон вплавь. Это было опасно, поэтому мы их спасли. Мы вытащили их из реки, чтобы с ними не случилось ничего плохого. Люди, которые пытались попасть в Польшу, являются гражданами Афганистана, Сирии и Пакистана. Запрет полетов над столицей Казахстана. В Астане предупреждают, что в течение 16 дней будут действовать ограничения на использование воздушного пространства. Уже с 20-х чисел апреля ежедневно до 7 мая и в определенный временной промежуток просто так и муха не пролетит. В Комитете гражданской авиации говорят, что с учетом этих ограничений некоторые пассажирские рейсы могут быть перенесены. Но ограничения будут действовать не только в небе, но и на земле. Это распоряжение Министерства обороны Казахстана. Все ради пролета и проезда военной техники. В соответствии с информацией Министерства обороны Республики Казахстан, в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане в период с 22 апреля по 7 мая 2025 года с 10 до 13 часов в городе Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации. Домашняя прослушка. Сенсационное открытие. Собаки постоянно подслушивают своих хозяев. Это подтверждают результаты исследований. Оказывается, условные дружки или рексы не просто слушают людей. Они реально понимают, о чем речь, даже когда к ним не обращаются напрямую. Ученые выяснили, псы могут выделять важные слова из обычного разговора. Например, свое имя, даже если оно прозвучало без радостного голоса и в потоке длинной фразы. Исследование провели ученые Лондона. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.